Горел почти час. Вот оттуда началось. Прикольно, что-нибудь стояло? Ничего не стояло. Кто пострадал от огня? Первая партия гуманитарки. Штаб зовет волонтеров. 10-й татарща-диктант. Чтобы его знали, чтобы мы же все-таки живем в Татарстане, и это наш второй родной язык. Какой текст читали в этом году? Больше 180 тяжелоатлетов из 15 регионов страны. В Альметьевске прошел турнир с полувековой историей. 200 работ и всего 5 номинаций. Ведущий Марина Юрьевна, ЮВТ-24. ЮВТ-24 вернулся из Нижнекамска с наградами. Это новости Юго-Востока, в студии Диана Янтимирова. Здравствуйте. Начнем выпуск с происшествий. Пожар в частном доме на улице Овражная произошел в субботу. Дом находился в огне около часа. Пострадали 2 человека. На месте происшествия была наша съемочная группа. Вот оттуда началось. Прикольно, что-нибудь стояло? Ничего не стояло. Одна тут розетка стояла и все. И выключатель. Когда здесь начался пожар, владельца дома не было, а вот его супруге повезло меньше. 65-летнюю хозяйку из пылающего строения вытащил очевидец. Оба получили отравление продуктами горения и были доставлены в Центральную районную больницу. А на месте бывшего жилища теперь остались обугленные стены, расплавленная техника и стойкий запах гари. Пожар произошел в субботу в районе 3 часов дня. Пламя быстро распространилось. Чрезвычайные службы боролись с огнем около часа. Больше 8 единиц спецтехники. Это пожарные, спасатели, газовая служба, сетевая компания и скорая помощь. Предварительные причины пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. В результате пожара сгорел дом на площади 100 квадратных метров. Эльвира Шакирова, Павел Храмов. Новости Юго-Востока. К другим темам. Впервые гуманитарная помощь была отправлена из нового пункта штаба для своих. Вместе с теплыми вещами, бытовой химией и продуктами питания бойцы получат сладкие письма от школьников. Этот штаб начал работу в микрорайоне Западные Ворота меньше месяца назад. Несмотря на это, жители вместе с волонтерами уже собрали первую партию гуманитарного груза бойцам. У нас происходит отгрузка гуманитарного груза на склад 8-й мили. И оттуда уже гуманитарный конвой отправится в зону проведения специальной военной операции. Гуманитарную помощь нам принесли также детские сады, вот в частности «Жар-птица». Тоже большое им спасибо. И хотелось бы сказать огромное спасибо всем жителям, которые приняли участие. Поучаствовали в сборе также организации города. Это ЦРБ, ЗАГС, Управление опека. Ученики 4 и 12 школ тоже не остались в стороне. Они решили немного подсластить посылки. В преддверии наступающего Нового года ученики написали для бойцов вот такие необычные сладкие письма. В шоколад они завернули в открытки и письма, которые сделали сами. Жители микрорайона приняли активное участие в сборе. Еще один способ помочь штабу – стать его волонтером. Хотелось бы обратиться к жителям микрорайонов Западный, Яшлек, агропоселок. Нам в штаб очень нужны волонтеры для приема и сбора укомплектовки гуманитарного груза и также для плетения маскировочных сетей. Каждая пара рук нам очень важна. Они это знают, они это чувствуют, и они очень нам благодарны. То, что мы о них заботимся, то, что мы готовы прийти им на помощь, это именно вот как тыл.
Штаб ждет желающих в торговом центре по адресу проспект Изаила Зарипова, 25. Пока здесь идет набор новых волонтеров, новоиспеченному пункту помогают ребята из других районов. Мы с моей супругой курируем отдельный район Досав. Досав и ту часть города. Досавского района, Урсалы, Мактамы. Оттуда все приходит именно к нам домой, на Волжскую. И мы вот раз в неделю приводим сюда, а здесь уже это девушки расфасовывают. Я знаю, что это очень важно. Если мы не будем помогать, то ребятам будет там очень тяжело. Им и так сейчас там непросто. Вот. Поэтому необходимо обязательно помогать. Эльвира Шакирова, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока. Всемирная акция «Татарща диктант» прошла уже в 10-й раз. В этом году участникам предстояло написать отрывок из творчества татарского литератора Каюма Насыри. Одной из площадок в нашем городе стала Центральная детская библиотека. На акции побывал и корреспондент ЮВТ-24. Шуна Аллаха мадыр сөйләшергә өйрән. Һәрвакыт йөзең мөлаем, сөйләгән сүзләрнең мәгънәле булсын. В Центральной детской библиотеке имени Габдуллы Тукая прошла всемирная образовательная акция «Татарща диктант». Она длится 3 дня. Сначала диктант пишут жители Республики Татарстан, второй день его пишет вся Россия, а последний день за рубежом. Главной идеей, как и прежде, остается популяризация татарского языка и сохранение его как народного достояния. Чтобы его знали, чтобы мы же все-таки живем в Татарстане, и это наш второй родной язык. Этот год для акции стал юбилейным. Диктант проводится в 10-й раз. Участникам предстояло написать отрывок из произведения татарского литератора Каюма Насыри. Я первый раз участвую в диктанте, мне очень понравился этот диктант. Вот. Какой текст был сложный? Такой нормальный, не так сложный, хороший текст. Альметьевский диктант писали учащиеся всех 63 школ города и района и студенты средних и высших учебных заведений. Также текст читали в исполкоме и в центральной мечети. Марина Юрьевна, Эльвира Шакирова, Эльвина Яхина, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока. К событиям спорта больше 180 тяжелоатлетов из 15 регионов страны сражались за золото в Альметьевске. Турнир посвящен памяти олимпийского чемпиона Александра Курынова. Проходит он в Нефтеграде на протяжении 50 лет. Чтобы стать лучшим, одной физической силы мало. Что спортсмены считают залогом победы, знает Елена Бауэр. С первой попытки из 3 спортсмен поднимает штангу весом в 115 килограммов. Его наставник, тренер Олег Лаптев, в спорте уже 25 лет. Мужчина видел много разных состязаний, но от организации всероссийских соревнований по тяжелой атлетике в Альметьевске испытал восторг. Уровень чемпионата России, Кубка России как минимум. То есть и площадка, и разминочная зона на этих соревнованиях лучше, чем на чемпионатах Европы некоторых. Олег Лаптев уверен, хорошая организация повышает шансы участников на рекорды. Тяжелоатлеты прибыли в Нефтеград из 15 регионов страны. Верхней возрастной границы для спортсменов не было. Главное, чтобы участникам уже исполнилось 15 лет. Профессиональный тяжелоатлет – это не только тот, кто умеет тренироваться. Это не тот, у кого есть определенный талант к этому виду спорта. Это, безусловно, и правильное питание, правильный режим дня, правильный сон. То есть это очень много сопутствующих вещей. В их числе физическая сила, координация, гибкость. Важную роль играют выносливость, хорошая техника и правильная осанка. Но к победе придут только самые организованные. Нужна дисциплина, прежде всего. Я считаю, что одаренность – это, конечно, хорошо и предрасположенность спортивная. Но если ты не дисциплинирован, если ты не готов к выполнению рутины ежедневной, ты не достигнешь результата. Порой, даже соблюдая все правила и имея за плечами опыт соревнований, удача отворачивается.
Казахстанка не поддалась спортсмену из Ямало-Ненецкого автономного округа и в следующей попытке. Удержать вес получилось лишь с 3-го раза. Татарстанец же поднял над головой 112 килограммов с 1-го раза. Неважно, были неудачные попытки или нет, к штанге у спортсменов особое отношение. Она красива. Смотрите, как выглядит штанга. Она одновременно и сильна, и грациозна. То есть это скорость, гибкость, пластика. За медали сражались больше 180 спортсменов в 20 весовых категориях. Среди тяжелоатлетов альметьевский турнир хорошо известен, ведь проходит он в городе больше 50 лет. Елена Бауэр, Павел Храмов, Новости Юго-Востока. В Нижнекамске с успехом завершился 5-й фестиваль региональных телекомпаний «Камский бриз». Традиционное событие, объединяющее журналистов из разных городов Татарстана. В этом году на суд жюри поступило около 200 работ, репортажей, программ и видеороликов. Оценивались конкурсные работы по 5 направлениям: информационная программа, репортаж, ведущий, искусство видеосъемки и специальная номинация «Герои». Телеканал ЮВТ-24 продемонстрировал высокий профессиональный уровень и удостоился ряда наград. 2-е места в номинациях «Информационная программа» и «Репортаж». 3-е место в номинации «Ведущий» и спецпремия «Лайк» в номинации «Преданность профессии». Ведущий Марина Юрина, ЮВТ-24. А теперь расскажем о погодных условиях в городах Юго-Востока на ближайшие сутки. Во вторник, 18 ноября, в Альметьевске будет пасмурно. Возможны небольшие осадки в виде снега и дождя в ночные часы. Температура воздуха днем составит плюс 7 градусов, ночью минус 1. Ветер южный до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В Азнакаево, Бавлах, Бугульме, Заинске и Лениногорске также ожидается пасмурная погода. Местами возможен небольшой дождь и снег. Днем столбики термометров покажут плюс 6, плюс 8, ночью минус 1, минус 3 градуса. Ветер южный до 12 метров в секунду. И это все новости на сегодня. Если не успели к началу выпуска новостей, то его можно посмотреть на нашем сайте. Там запись появляется сразу после выхода в эфир. Также ЮВТ-24 есть во всех социальных сетях. Мы рады любой обратной связи. Пишите комментарии, вопросы и пожелания. На этом я прощаюсь с вами.